Отчего так радуешь ты взоры? Другие есть цветы роскошнее и пышней, и ярче краски в них, и веселее узоры, но прелести в них нет, таинственной твоей. В чем тайна чар твоих, что ты душе вещаешь, чем манишь ты к себе и сердце веселишь? Или радостей былых ты призрак воскрешаешь, или блаженство нам грядущее сулишь? Скорее в лес, бегу знакомую тропою, уже сбылись мечты, осуществились сны. Вот он, склонясь к земле, я трепетной рукою срываю чудный дар волшебницы весны. Сегодня на отчетном концерте музыкального отделения гимназии искусств при главе Республики Коми. Он пройдет сегодня под знаком ландыша, любимого цветка Петра Ильича Чайковского, стихотворение о котором, именно написанное Чайковским, стало эпиграфом к нашему вечеру. Наш концерт посвящен творчеству Чайковского, его окружению, его эпохи. А это было очень интересное время. Время рождения традиции русского музыкального образования и искусства. Время рождения самых ярких представителей этого направления, потрясающих музыкантов и композиторов. Среди них Сергей Васильевич Рахманинов. Чайковский внимательно еще в консерватории следил за успехами очень способного ученика. И однажды на экзамене даже поставил ему 5 с 4 плюсами. Памяти великого мастера Рахманинов посвятил элегическое трио. А мы открыли наш концерт его пьесой «Светлый праздник». И это не случайно. Ведь 60 лет назад на самом первом международном конкурсе имени Чайковского прозвучал впервые третий фортепианный концерт Рахманинова.
И это стало прекрасной традицией конкурса. Поэтому пьеса Рахманинова открыла наш концерт, а дальше будут звучать произведения самых разных авторов той эпохи. А вообще музыкальный язык Чайковского тесно связан с русской национальной культурой, с музыкальной жизнью, со столичным бытом XIX века. Ну а какой самый любимый и модный танец того времени? Конечно, вальс. Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту. Моцарт был кумиром Чайковского. Всю свою жизнь композитор восторгался венским гением. О его любви к моцартовской музыке знали все его друзья и близкие. И вот однажды, в Рождество, он получил самый лучший, самый драгоценный, самый дивный подарок, о котором мог бы только мечтать. 72 тома собрания сочинений Моцарта, только что вышедших из печати. Это был подарок близкого друга и издателя Петра Ивановича Юргенсона. Благодарственное письмо от Чайковского заканчивалось 8-кратным «Спасибо, спасибо, спасибо». Конечно, трудно предположить, что Чайковский когда-нибудь слышал Моцарта в исполнении аккордеона. Но вы знаете, он всегда был открыт ко всему новому. И думаю, ему бы понравилось.
беззаботного детства, с его играми и забавами, с краткими минутами огорчений и с внезапными радостями запечатлял Петр Ильич Чайковский в своем детском альбоме. Это небольшой цикл из 24 миниатюр, как бы один день из жизни ребенка той эпохи. Мир детства изнутри и снаружи уютной игровой комнаты.
тоже были очень тесно связаны с Московской консерваторией. Один был ее студентом, правда, потом уехал далеко на юг, где, в общем-то, и провел всю свою жизнь, а другой даже стал профессором. Безусловно, они были оба почитателями творчества великого композитора. Ну, а наши гимназисты с удовольствием поют их хоры. происходит от того, что я вырос в глуши. С детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой черт русской народной музыки, что я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях.
словацкие, моравские, украинские. На сюжет из русской истории он написал оперу «Дмитрий». Дворжак хорошо знал творчество Чайковского, они познакомились в Праге и, сдружившись, ходили на все репетиции и концерты друг друга. В ответ на пражское гостеприимство Чайковский организовал гастроли Дворжака в Москве. И зазвучали в унисон истоки славянской культуры. Только она сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием всего народа. И действительно, XIX век был веком оперы. Немецкой, французской, итальянской, ну и, конечно же, новой, пока еще мало кому знакомой, но полностью изменившей весь ход мировой музыкальной культуры русской. Ее родоначальником был Михаил Иванович Глинка. И его Чайковский считал началом всех начал в русской музыке. Именно поэтому увертюру Глинки он играл на открытии Московской консерватории.
творчеству Пушкина. На его произведения написаны многочисленные романсы, оперы Мазепа, «Пиковая дама» и особенная для Чайковского опера Евгения Онегина. Нет, рано чувства в нем остыли. Ему наскучил света шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум. И хоть он был повеса пылкой, но разлюбил он, наконец, и брань, и саблю, и свинец. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину. Короче, русская хандра. Его накрыло немного. Он застрелиться, слава Богу, попробовать не захотел. Но к жизни вовсе охотник.
Чайковской консерватории. И за 12 лет педагогической деятельности воспитал целое поколение талантливейших музыкантов. А вот как о нем говорили в Петербурге. Я начал преклоняться перед вдохновенным развитием мыслей, темпераментом и совершенством фактуры в его музыке. Писал о Чайковском, когда еще неизвестный молодой композитор, а впоследствии профессор и даже директор Петербургской консерватории Александр Константинович Глазунов. вдали от столичной суеты. И его мечта воплотилась. Домик в подмосковном Клину стал для него островком того покоя и уединения, который способствовал созданию новых произведений. Он оставляет столицу и пишет, пишет, пишет. Среди многих произведений того периода балет «Щелкунчик». Вообще-то в русской музыке его балеты первые. Их три: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Шедевры, любимые всеми зрителями и артистами во всем мире.
кудрявых. Тень. Всего их у Чайковского более 100. В них запечатлены его надежды и мечты, мысли и чувства, одиночество, восхищение природой и, конечно же, любовь.
всеми силами души, чтобы музыка моя распространилась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору. Что с музыкой сравнится по звучанию? Шум леса, пенье соловья, грозы раскаты, ручейка журчание. Сравнение найти не в силах я. Но всякий раз, когда в душе смятенье, любовь или грусть, веселье или печаль, в любом природой данном настроении вдруг начинает музыка звучать. Наш музыкально-поэтический вечер завершается. С радостью и гордостью мы осознаем себя современниками великого русского гения. Его музыка звучит в веках, живет и остается современной сегодня. Этим летом вновь пройдет и всколыхнет своими достижениями весь мир международный, самый престижный и самый известный конкурс музыкальных исполнителей имени Петра Ильича Чайковского в Москве. В этом году он пройдет в 16-й раз. Цель этого конкурса – сохранение уникальных традиций музыкального образования и искусства России, признание и открытие молодых одаренных музыкантов. А музыка Чайковского давно стала частью нашей жизни. Личность художника, поднявшего русское музыкальное искусство на новую высоту, окрыляет и вдохновляет музыкантов всего мира.